Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях Бактыгуль Саткеева, представитель общественного объединения Move Green. И в данное время она играет очень активную роль в проекте «Воздух в Бишкеке». Вы поняли, что сегодняшняя наша тема – это экология, а более конкретно расскажет сама Бактыгуль. Я единственное предварю ее выступление только позитивной новостью для нас, для всех, что этот проект недавно запустил Android-приложение «Воздух в Бишкеке». Многие из вас о нем, наверное, слышали уже. Многие закачали и используют это приложение для того, чтобы следить за состоянием нашего воздуха. Конечно, для Бишкека, с одной стороны, это позитив, да, потому что мы идем в ногу с технологиями, получаем благодаря оборудованиям, которые вы привозите и устанавливаете в Бишкеке, возможность следить за тем, чем мы дышим, но за этим позитивом кроется, конечно, громадный негатив. То есть это, говоря, собственно, причина, почему наши экологи, организации вынуждены предпринимать такие шаги. Это не секрет. В последнее время все больше среди общественности муссируются разговоры о том, что в Бишкеке стало нечем абсолютно дышать. Это подтверждается многочисленными данными медиков. Уровень заболеваемости, уровень смертности. У нас нет причин не доверять представителям Минздрава. И данные, они, конечно, угрожающие. Итак, Бактыгуль, расскажите, в целом, да, это для нас, в общем-то, действительно что-то такое новое, да, мы никогда об этом не знали, не слышали, и уже с ностальгией вспоминаем те времена, помните, когда мы в легком шоке смотрели видеосюжеты из других стран, когда люди ходят с масками, с респираторами, что во многих городах мира, где уровень загазованности очень высокий, открываются кислородные бары. Это настолько для нас было дико, можно даже сказать, да? И эта дикость стала, к сожалению, нашей реальностью. Я так понял, что вы не можете с этим мириться, да? Наверное, сам проект и стал следствием этого. Итак, что вы делаете? Кто вам помогает? Какие ваши планы? И побольше, конечно, просто рассказать каких-то данных, какие-то цифры о том, что же, собственно говоря, происходит с нашей городской средой. Да, пожалуйста. Спасибо. В целом наш проект называется «Воздух в Бишкеке». Он был запущен при финансировании фонда «Сорос Кыргызстан» и в партнерстве с общественным фондом «Гыгасман». Мы в рамках своего проекта должны были закупить приборы, которые измеряют твердые частички, которые являются мелкодисперсными. Их размер 2,5, то есть в английской литературе они так и говорятся, там PM 2,5. Чем чреват этот размер для нас? Это тем, что эти частицы, они могут проникать в далекие части легких, да, и даже проникать в сосуды, кровеносные сосуды. Их отнесли к канцерогенам, классу канцерогенов, потому что у них состав их может быть очень различным. Твердые частицы 2,5, кроме них есть еще другие фракции, то есть твердые частицы 10 с микродиаметром 10, есть еще более мелкие, их называют ультрамелкие, то есть это где еще меньше, чем 2,5. Если вы спросите любого гражданина, я не знаю, Китая
или США, или Европы, Европейского Союза, они вам непременно расскажут, что это такое, потому что они все практически информированы. PM10, вот то, что я рассказывала, да, и PM2,5, позвольте, я их так буду называть, они являются основными критерийными, да, можно сказать, загрязнителями в этих странах, во всем мире. У нас они, к сожалению, не являются основными, потому что у нас практически, наверное, не проводилось каких-либо исследований в этом направлении, и нашим гидрометом измеряются 5 других загрязняющих веществ, вот, но опять-таки вот эти вот частички на данный момент замеряются, наверное, таким современным оборудованием в тех странах, которые поставляют данные в режиме онлайн. То есть то, что сейчас измеряется, в развитых странах люди могут прослеживать, отслеживать на своих мобильных устройствах, на сайте и прочее. К сожалению, у нас не так, ну, это за счет таких факторов, как вообще измерение загрязнения воздуха, дорогое удовольствие. Действительно, аппаратура, вот это профессиональное оборудование, оно очень дорогое. И можно уже в цифрах? Да? В цифрах цифры разные. Вот когда я запросила, в частности, одно, по-моему, шведское агентство, они сказали, что вот, ну, я, правда, там не только твердые частицы, я еще спрашивала, сколько нам обойдется оборудование, которое еще также измеряет некоторые газы, там оксид азота, озон приземный. Они назвали цифру больше $100 000. Есть другие, конечно, но вообще профессиональное оборудование, цены варьируются, но, скажем так, среднее, если среднее брать, то в рамках $10 000 будет. Наш проект сам на 11 000 рассчитан, поэтому как бы мы не смогли себе позволить настолько дорогое взять. Мы взяли приборы, которые оптическим методом определяют количество именно твердых частичек 2,5, и ему можно доверять, потому что у него есть, то есть кто разработчики этого прибора, они показали, что их данные, по сути, не сильно отличаются от профессионального. Вот, и поэтому как бы мы взяли его, поставили в 3 точках, мы заказали 3 прибора, поставили в 3 точках, ему требуется электричество, ему требуется Wi-Fi. Вот, и приложение тоже вот недавно разработали, получается, только пока для телефонов, которые на Android. Планируем в следующем году также и для iOS, для владельцев айфонов. Опять-таки это тоже все дорого, надо сказать. И, ну, конечно, возникают разные технические проблемки. То есть мы видели, что очень много людей загрузило себе, и вот начались слеты. Сейчас вот наши разработчики, ребята, которые разрабатывали приложение, они работают над этой технической проблемой. Надо сказать, что мы за это время вот успели проследить, наверное, такую, даже можно сказать, полную картинку получили с Ботсада. Один датчик у нас стоит там. И как раз в то время, когда вот образовался смог, многие люди как это воспринимают до сих пор, что это туман был, но это не туман, это действительно смог. Причины для смога, ну, понятно, это погодные условия, да, это вот инверсия происходит, когда вот слои перемещаются теплого и холодного воздуха. Но кроме того, конечно, это, несмотря на то, что мы не промышленная страна, у нас нету такого большого производства, это автомобили. Географическое положение, наверное, не положение, а вот экологи говорят, что мы как в котловине, да, находимся. Вот это вот, наверное, хаотичная застройка, потому что, как вот Эмиль Джапарович говорит, в советское время все продумывали, строили так, чтобы город был обдуваем. Сейчас мы тоже не можем этим похвастать.
Вот. А интересно, а печное отопление является Несомненно, фактором? несомненно, отопительный сезон, он тоже вносит свою основную, наверное, долю. Но опять хочется заострить такой акцент на том, что мы замеряем только одно загрязняющее вещество. Для полной картинки Это качество те самые воздуха. твердые. Да. Почему мы стали именно купили приборы, которые замеряют только их? Потому что, ну, во-первых, обратно, газы это дорого замерять, и еще один немаловажный критерий это то, что это загрязняющее вещество является, скажем так, номер один среди всех других. Канцероген. Да, когда я просмотрела отчеты вот Европейского союза по загрязнению воздуха, они, допустим, такую сравнительную таблицу приводят. Вот там, скажем, на диоксид азота приходится вот столько-то смертей там, в одном году, на диоксид серы столько, на приземный озон столько, а вот на твердые частицы там очень такие в 2-3 раза больше показателей преждевременных смертей. И как бы, ну, понимая эту важность, я тоже защищалась по твердым частицам свою магистерскую работу и так далее. 7 лет назад я видела очень много статей было вот посвящено этим твердым частичкам. Практически все начали в своих странах замерять. Но тогда вот как бы это не стояло речи, чтобы это делать в Кыргызстане. Единственное, наверное, вот к нашему времени, кто делал вообще какую-то вот такую исследовательскую статью, это делали АУЦА. Опять-таки, наверное, за счет того, что это дорогое оборудование, может быть, до нас не доходят эти ноу-хау, то, что творится в научном мире там. Вот, ну, различные факторы, конечно. Но во всем мире практически, я считаю, я практически уверена, что люди, они знают много, ну, за исключением, наверное, наших бывших советских республик. На данный момент надо сказать, что вот такое профессиональное оборудование, которое измеряет именно твердые, вот эти разные, с разными фракциями, как это сказать, именно твердые частички 2,5 PM10 измеряют только в Москве. По-моему, только в Москве было, да. То есть они на уровне мэрии, они поставили свои посты, и у них они есть на карте, есть такая карта, называется как это Air Quality Map, это как бы карта по загрязнению воздуха. Но мы там таким белым пятном. Ну, не только мы, вообще вот постсоветские страны. Как бы... Это хороший такой посыл в адрес нашей мэрии. В адрес нашей мэрии, думаю, да. Почему? Потому что, когда начинаешь думать, а в чем проблема, как бы, что нам мешает, ну, понятное дело, да, дорогое удовольствие измерять, но многие вещи, они настолько очевидны, и визуально их видно, то есть мои коллеги писали, бывшие коллеги писали, ты знаешь, говорят, выезжаем за город, и виден этот смог. Есть очень много фотографий, да, которые свидетельствуют о том, что у нас не туман, а именно смог. По сути, можно даже не замеряя говорить о качестве воздуха. Вот. И многие люди, я думаю, особенно есть такая чувствительная, да, группа, которые относят детей, которых относят стариков, к которым также относятся больные респираторными, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эти люди, которые находятся в двойном риске, нежели мы здоровые. Вот. И я думаю, что как раз-таки они наиболее остро ощущают этот загрязненный воздух. И вот когда думаешь, ну хорошо, даже не замеряешь, как можно улучшить ситуацию. На самом деле выходов, я думаю, много, но основной для меня лично стоит общественный транспорт. То есть у нас абсолютно отсутствует общественный транспорт. Когда я думаю, вот у меня тоже есть автомобиль, и когда стоит вопрос, на чем я буду довозить своих детей до садика, то, соответственно, я тоже выбираю автомобиль, к моему большому сожалению, потому что, вы знаете, в эти маршрутки, которые набиваются, это невозможно просто. Даже в центре города, хотя, казалось бы, у нас вроде бы они настолько
ну не знаю, если сравнить его с транспортом даже в других странах, просто вызывает возмущение, почему их так мало. Ну, тогда уже можно было бы больше запускать, да, чтобы люди свободно могли располагаться в этом пространстве, а не набиваться и там тесниться. Вот. Если брать троллейбусы, это замечательный вид транспорта, наиболее экологичный. Ну вот новые автобусы, которые вроде газовые, но они такие массивные, и у нас дороги не такие большие, даже не такие большие, как в Алмате. Я думаю, что мэрии нужно все продумывать, и маршруты в том числе, потому что приходится, ну, допустим, с маленькими детьми проходить кварталы, чтобы, да, добраться до места. Это тоже занимает время. Ну, когда я одна, допустим, я стараюсь вообще практически не использовать автомобиль, только вот по такой острой нужде довести детей. Я думаю, это номер один, наверное, ключ к разгадке, как можно решить ситуацию. Хорошо. Вот у меня есть вопрос следующий. Бактыгуль, вот человек закачал себе на телефон ваше приложение. Кстати говоря, если я не ошибаюсь, адрес aba.kg. Да? Пожалуйста, уважаемые горожане, скачивайте, пользуйтесь. Если у вас вдруг что-то не будет получаться, Бактыгуль вам уже объяснила, да, что там система скоро будет приведена в порядок, чтобы ничего не зависало, не отключалось. А вопрос, Бактыгуль, заключается в следующем, в практической плоскости. Да? Вот человек зашел, открыл. Кстати говоря, немаловажная деталь, наблюдение, анализ нашего воздуха, вот благодаря оборудованию, поставленным вот организацией Бактыгуль и их партнерами, практически в онлайн-режиме отслеживает. Я прочитал на сайте, что там шаг замеров – это каждые 5 минут. Да? Хорошо, человек открыл, посмотрел, увидел какие-то цифры. Да? В соответствии с этими цифрами, как он вообще должен действовать? Многие горожане, работающие, ведущие активный образ жизни, но будем откровенны, они не готовы подчинять даже тревожным значениям, да, ваших наблюдений свою обычную жизнедеятельность. Да. Все равно нужно идти на работу, все равно нужно выходить в магазины, совершать покупки, встречаться с друзьями. Но все-таки, как он может использовать, предпринять, может, какие-то превентивные меры, да, чтобы максимально себя обезопасить? Вот в этом плане у вас есть какой-то пакет рекомендаций? Ну, как бы мы понимаем, что цифры, они должны объясняться. И в своем приложении мы просто взяли тот метод, который применяется на Западе, ну и вообще, можно сказать, во всем мире. Там помимо цифр дается такое небольшое одно предложение рекомендации согласно уровню. Например, если уровень хороший, то они его просто обозначают цветом зеленым. То есть все хорошо, никакого риска нету. Если это оранжевый, там есть желтый, оранжевый, красный, бордовый, по-моему, и фиолетовый. Вот. Мы в своем приложении использовали 4 цвета, ссылались больше на рекомендации вот ВОЗ, и их вот эта вот цветовая гамма была взята в наше приложение. И когда вы открываете, получается, если вы нажмете на карту, и вы видите, вот, скажем, там расположение Московской Иркендык, нажимаете, кликаете на этот шарик, вас переносит в главное меню, и там будет очень такими крупными буквами написано, чем чреват этот уровень для вас. То есть если это красный, то даже здоровым людям не рекомендуется, скажем, заниматься пробежкой или какой-то физической активностью. А вообще в целом
по-хорошему в нашей ситуации нужно маски покупать. Но маски не обычные медицинские, а специальные маски. Ну, такие, в частности, я у нас еще не видела, но вот в Китае я смотрела, их цены тоже, конечно, разные, от $5 до $200. Наиболее такие профессиональные, которые именно задерживают вот эти твердые частички, они, по-моему, в районе, вот я видела одну за $99. Но она можно такое сказать, как бы маленький такой противогаз, но который гарантирует, что вас защитит. Но это все удобно, да? Это очень удобно, конечно, конечно. По-хорошему нужно вот ходить, конечно, в таких масках, когда вот вы видите смог, что слишком загазовано в городе. Надо сказать, что мы тоже не подпривыкли, наверное, к этому. Вот. Ну, хотя бы, если начнут люди, которые находятся в зоне повышенного риска, глядя на них... Да. Да, но, Бактыгуль, да, спасибо за ответ. Мы должны, конечно, особо подчеркнуть, да, что дело, в конце концов, не в масках. Основная наша задача – это добиваться нормальной экологической ситуации. Это те же самые автомобили, да, как-то вот нужно применять какие-то меры для того, чтобы минимизировать вред от них. Там же ведь тоже очень много решений. Во-первых, это комплекс мер, который направлен на тот взгляд, что автомобиль должен быть роскошью. Да? Если за счет автомобилей мы получаем вред своему здоровью, то пусть владельцы автомобилей несут повышенную какую-то социальную ответственность и финансовую нагрузку. Это, как мы сказали, печное отопление, то, что у нас который год не могут прекратить практику сжигания листвы. Очень много вопросов к ТЭЦ, кстати говоря, вот, да, мы о нем практически ничего не упоминали, но это большая проблема. И вопрос вот связан с этим. Вот это хорошо, что наши люди каждый год уделяют этой проблеме все больше и больше внимания. Да? Они готовы все это изучать, они готовы по необходимости даже тратить деньги на свое здоровье. А вот меня больше всего интересует, да, вот поскольку мы как бы с вами встречаемся в Центре политико-правовых исследований, да, это некая такая экспертная организация, призванная не просто для фиксации и анализа ситуации, но и для поиска решений, которые меняют нашу реальность в лучшую сторону. Экологическое правосознание населения. Ведь не секрет, что пока граждане сами не встанут единым фронтом, пока вот ими не овладеет какая-то объединяющая идея, надежды на власти, может быть, где-то на бизнес, да, мало. У них есть своя зона комфорта, из которой они выходить не собираются. Вот в этом плане, вот вы нам уже пояснили, что еще лет 7 назад вы защищали диплом по этой теме, работаете в профильной организации. Я думаю, зрители понимают, да, значение вот английского названия общественное объединение, которое Бактыгуль представляет, Move Green, да, уже корень green, он уже о многом говорит. Мы все должны быть зелеными, мы все должны быть носителями зеленого сознания, зеленой философии. Особенно это близко кыргызам и вообще всем людям, которые живут на этой благословенной земле. Да. Недаром мы гордимся нашей природой, окружающей средой. И как сделать, чтобы какие-то факторы не сильно, скажем так, гробили вот это все наследие, которое нам предки оставили. Вот чего не хватает нашим людям, чего они, может быть, недопонимают.
Ведь мы сила, но мы пассивная, спящая сила. Вот на своем примере расскажите, вот, как вообще подключаться к этому процессу, да, потому что вот с чего начинать, как выходить на тех же доноров, да, там, ну, в данном случае это Сорос Кыргызстан, но мы знаем, что есть очень много организаций, которые активно способствуют тоже, да, как бы помогают нам решать наши проблемы. Вот, я, например, тоже хотел бы более активный свой личный вклад гражданский вносить вот, в борьбу за сохранение окружающей среды, за улучшение экологии. Потому что мне не безразлично, что мы оставим своим детям. И вот, может быть, я не знаю, ну, смотивируйте как-нибудь нас всех последовать вашему примеру. Я думаю, что у нас среди общественности просто нет таких примеров, которые бы показывали, что по сути можно начать с себя, не обязательно надеяться на государство. Вот. И, например, в плане раздельного сбора мусора, да, то есть вы просто элементарно можете делить мусор дома, поставить отдельную какой-нибудь пакет для сбора бумаги, отдельно для органики. Я вот недавно собрала пакет, допустим, с остатками плова, там что, кусочки хлеба, положила около мусорки, я видела, и у меня детки тоже. Мама говорит, смотри, птички клюют, там собачки подбегают, да, какие-то бездомные. Это гораздо лучше, чем бы я просто кинула его в общий мусорный бак. Вот. То же самое касается другого, да, мусора, тех же самых батареек. Мы должны понимать, что в батарейках есть тяжелые металлы, у которых есть способность аккумулироваться и, соответственно, передаваться. Да? То есть они проникают сначала в почву, потом могут в грунтовые воды попасть. Вот. Скапливаться в организме животных, скажем, вот было недавно видео, где коровы едят пакеты. Так или иначе, это все, конечно, нам передается по пищевой цепочке. Нужно все это понимать. Я думаю, что просто наше население в этом плане не совсем информировано. Если побольше распространять такую информацию, что мы сами имеем очень большую долю ответственности перед экологией, да, не только государство. Во многих случаях, я думаю, что люди могли бы решить те или иные экологические проблемы. Но есть некоторые экологические проблемы, вот как загрязнение воздуха, которые все-таки требуют какого-то национального уровня. То есть без альтернативы предоставления хорошего, качественного общественного транспорта многие автолюбители просто так не пересядут на имеющийся общественный транспорт. Соответственно, нужно проводить тоже какую-то информационную кампанию о том, что ходьба очень полезна. Я знаю, что в некоторых странах, я помню, были ролики такие по НАЦ-ТВ, как, например, Ассоциация кардиологов советует, что люди, которые там гуляют менее или больше 10 или 20, скажем, минут, меньше имеют проблем с сердечно-сосудистой системой, да, сердечно-сосудистой системой. Или там люди, которые кушают больше рыбу, нежели мясо, тоже имеют эффект, как меньше заболеваний, да. Вот. Если все это в комплексе проводить, я думаю, что будет достаточно большой эффект, потому что люди, многие, они понимают, они видят вот эту тенденцию на Западе, когда многие вот к нам приезжают бэкпэкеры разные, они видят, насколько те просто просты в своих потребностях. Многие, я знаю, что не ходят, не берут пакетики даже в магазинах, несут свою авоську или сумку, вот, как-то берегут эти пакетики. Я тоже беру из дома, там, допустим, старые пакеты и иду там на базар, скажем. Я думаю, это тоже... Даже те, которые не покупают напитки в пластиковых. Да, это все имеет эффект, и сейчас вот я видела, по крайней мере, по роликам,
активно, скажем так, имплементируется населением, наверное, вот в Беларуси я вижу, в Украине такие акции, и где люди уже более осознанны, нежели мы. Я думаю, что немножечко время погодя, но если нам усилить эти информационные кампании, то Но люди придут. Это зреет, это вот Да. видно по людям. В западных странах я видела вот ролик, набирает сильно оборот Zero Waste. То есть показывали девушку в Нью-Йорке, которая за 5 лет произвела, она набила вот в такой стаканчик мусор и сказала, вот это вот мой мусор, который я произвела в течение 5 лет. Без которого там совсем, да, какие-то этикеточки. А многие люди не стесняются покупать, скажем, секонд-хенд одежду в секонд-хендах. А у них открываются магазины специализированные, которые продают все без пластиковых пакетов, без пластиковых бутылок. Вы приходите в магазин со своей тарой, набираете масло, там берете свои сумочки, контейнеры, там, скажем, загружаете рис, гречку. Вот вы приходите домой, практически не используя все то, что мы сейчас активно потребляем. Нужно к этому привыкать, я думаю, в любом случае. Но когда это наберет обороты, оно затронет многие слои, даже те, которые, по сути, никогда об этом не задумывались. Я думаю, каждая семья, особенно в частности родители, заинтересованы в качественном будущем наших детей. И если каждый об этом задумается, то, несомненно, это будет иметь эффект в наше время. Я вижу, как я разговариваю, в частности, с родителями в группе с моего садика, куда я вожу детей. Родители очень идут навстречу, расскажите нам, что вы там делаете, вот мы вас там видели по телевизору, а как можно мне... Просто не хватает, я бы так сказала, да, просто не хватает этой наверное, информационной политики в этом отношении. Если было бы больше эффекта. Да, согласен. Бактыгуль, в заключение тогда традиционный вопрос о ваших планах, потому что, конечно, вы извините, может быть, там конечно, мы тоже есть такая черта характера, как иждивенчество, наверное, да, мы все всегда хотим, чтобы какой-нибудь добрый дядя или тетя пришли и все сделали за нас, да. И вот в этом плане, чем вы скоро намереваетесь еще внести вклад, еще что-то такое придумать, внедрить хорошее? По тематике воздуха мы планируем расширить сеть, потому что воздух, она такая динамичная среда, и нам было бы интересно, каков уровень загрязнения твердыми частицами, скажем, в микрорайонах, в других частях, особенно за ТЭЦ. Очень много людей спрашивают, что вы там, как вы думаете, каков уровень там, сильно ли он отличается от центра города. Но пока мы себе наметили эти планы, что мы также разработаем, то есть это приложение будет разработано также для владельцев айфонов. Мы должны улучшить наш веб-сайт, то есть Abba.kg. Мы также планируем распространить эту информацию. В феврале мы собираемся сделать круглый стол, куда пригласим все профильные министерства, в том числе и Минздрав, Гидромет, Гостехинспекцию, ГАОС-ЛХ. Будем, наверное, пока в этом направлении двигаться, но у нас также есть какие-то свои инициативы по раздельному сбору мусора, то есть мы параллельно проводим лекции для студентов, Славянского университета недавно проводили, когда мы объясняли, что так нельзя, нужно что-то делать, начинать с себя, и стараемся мотивировать молодежь, потому что если сейчас... Я считаю так, что если сейчас даже мы донесем эту информацию, что будущее зависит от многих этих людей, которые сейчас студенты, мы надеемся, что в будущем уже придет более осознанное поколение, которое
обратит внимание на все эти вопросы и будет решать их уже на высоком уровне. Вот. Пытаемся также что-то делать в школах, потому что все равно все, как говорится, все дороги ведут в новое поколение, наверное. Большая надежда на них. Вот. Потом, ну вот в основном у нас с вот этими двумя направлениями сейчас наша деятельность связана. Спасибо. Вот. Спасибо. Ну, дорогие зрители, конечно, состояние окружающей среды, все экологические угрозы – это очень большая проблема. Но мы должны знать, понимать, что даже самую большую проблему можно решать маленькими поступками, маленькими делами. Самое главное, чтобы они были беспрерывными, чтобы они были систематическими. Ну, простой пример, пока Бактыгуль рассказывала обо всем, вот как-то вот у меня взгляд упал на пластиковую бутылку с нашей чудесной водой «Легенда». И лично я решил в следующий раз перед гостями ставить продукцию той же нашей славной компании «Шоро», но уже в стеклянных бутылках. И вот это как раз для меня очень показательно. Видите, вот все то, что, над чем мы пока, как бы, что мы обсуждаем и жалуемся, потихоньку где-то первые ростки, они уже проявляются. Видите, уже даже бизнес, он реагирует на тренды, он улавливает потребности общества. Они тоже там что-то пытаются. Если мы все начнем использовать, откажемся от пластика, стекло и вообще как бы любые вторичные материалы, этим самым мы сподвигнем мэрию, чтобы она наконец-таки решила проблему раздельного сбора. Да? Как только наладится система раздельного сбора, тут же станет вопрос утилизации отходов или их вторичной переработки. Вот так все по цепочке, мелкими шажками. Не надо быть супергероями. Не лежите, не мечтайте, что вы в один прекрасный момент встанете и одним махом все решите. Так никогда не будет. Как раз-таки начинайте с незаметных поступков. И прежде чем ставить глобальные вопросы, начните с себя, ходите чаще пешком, да, посмотрите, чтобы прежде всего ваш дом был примером как бы экологического поведения, да, отказывайтесь от всего, что мы говорим, как бы является источником угроз, больших экологических угроз в будущем. Это тот же пластик, тот же полиэтилен. И в конце концов все будет замечательно. А мы продолжим, конечно, большое внимание обращать теме экологии. Да, Бактыгуль, надеюсь, это наша не последняя встреча. Мы будем стараться вас приглашать почаще, потому что слишком много вопросов, слишком много проблем, требующих какого-то объяснения. Потому что вот над чем, над уровнем информированности нашего общества, ну, мы должны, конечно, то есть это задача номер один. Вот поэтому всем спасибо, Бактыгуль, вам в том числе, и вас, и наших зрителей. Поздравляю с наступающим Новым годом, да, и пусть 2018 год станет переломным вот в плане как бы нашего осознанного, бережного отношения к природе. Пусть этот год станет переломным в отношении как бы изменения нашего экологического сознания и правосознания. Давайте учиться отстаивать свои права на чистый воздух, на чистую воду, наше конституционное право на здоровье, да, и всякие такие прочие высокие и нужные нам всем вещи. До свидания, до новых встреч.